С самого начала зимы в социальных сетях Алекминска обсуждается один из наиболее острых вопросов – пассажирские перевозки в городе. У нас дела обстоят с автобусами. Очень плохо. В порт вообще автобусы плохо ходят. Собственно, проблемы начались давно. Изношенный автопарк – кадровые проблемы. Отсутствие водительского состава. Многие бывшие водители автобусов перешли в другие организации, кто-то вышел на пенсию уже. В нашем городе, к сожалению, обучить водителя на категорию «Д» нельзя, не представляется возможным. То есть приходится людям выбираться в Якутск, в Иркутск и так далее, там уже обучаться. Вторая проблема – это устаревший парк автобусов. На данный момент у нас из общего числа автобусов, которые есть, только четверть имеют износ менее 100%. На сегодня в районе две службы – индивидуальный предприниматель по району и СГХ внутри города. В городе есть дополнительные сложности. Ряд маршрутов невыгодны частникам. Какой самый маршрут проблемный, на ваш взгляд? Семерка и двойка. Причина? Ну, например, для меня он проблемный, то что, во-первых, там народа мало ездит, во-вторых, это далеко, в-третьих, это, невыгодно совсем. Одно из решений и предложений – единый перевозчик. На сегодняшний день мы ведем работу по определению единого перевозчика, и который в городе будет ездить, и будет ездить в районе. У нас остается острая проблема – это наши отдаленные микрорайоны города, это село Нефтебаза и село Авиапорт. Это планово-убыточные маршруты, они субсидируются с бюджета, туда очень сложно найти какого-то отдельного перевозчика. Поэтому мы сейчас совместно с администрацией района определяем единого перевозчика, который уже будет все силы аккумулировать и уже будет расставлять свои автобусы по всем направлениям и района, и города вместе. Мы за то, чтобы объединить районные перевозки внутригородскими перевозками, чтобы один оператор работал в этом направлении. Между тем наступают ожидаемые холода. Пассажирам, в общем-то, все равно, кто повезет, лишь бы было вовремя и ежедневно. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.